Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амши Икшара. Сегодня в программе. Впервые сертифицированы минералы и горные породы Абхазии. Работа над запуском механизма упрощенного получения российского гражданства гражданами Абхазии находится на завершающей стадии. Аслан Бжаня провел расширенное совещание с участием членов правительства, глав районов и городов республики, представителей энергетической отрасли. На повестке актуальные вопросы, касающиеся мер по оказанию содействия посольству России в Абхазии, в проведении голосования граждан на президентских выборах и текущей ситуации в энергетической отрасли республики. Говоря о подготовке к предстоящим в России выборам, вице-президент Бадра Гунба рассказал, что на территории Абхазии будут открыты 30 избирательных участков. Министр энергетики и транспорта Джансух Нанба доложил о ситуации в энергетической сфере. Он отметил, что из 210 миллионов киловатт-часов электроэнергии, полученных по социальному перетоку из Российской Федерации, было потреблено 38 миллионов киловатт-часов. Оставшегося объема хватит для обеспечения страны электроэнергией на 30 дней. Министр подчеркнул необходимость максимальной экономии и сообщил о планах частичного перераспределения нагрузок на Ингурскую ГЭС. Аслан Бжаня выразил озабоченность по поводу низкой собираемости платежей за потребленную электроэнергию. Глава Черноморэнерго Тимур Джинжоля доложил об уровне собираемости по районам за период с мая по декабрь 2023 года. Он также рассказал о том, что в настоящее время по стране установлено 25,5 тысяч приборов учета потребляемой электроэнергии, а на подготовку и установку сетей приборов в 2023 году было израсходовано 67 миллионов рублей. Репортаж совещания президента смотрите в следующем выпуске новостей. Президент Аслан Бжаня подписал указ о присвоении почетного звания «Заслуженный журналист Республики Абхазия» члену Союза журналистов Абхазии, ректору СОИ Валерию Кварча. Почетное звание присвоено Валерию Кварча за заслуги в области журналистики и многолетнюю плодотворную работу. Следующим указом за вклад в развитие эстрадного искусства и популяризацию культуры народов Кавказа заслуженному артисту Кабардино-Балкарской республики Султану Хажироку присвоено почетное звание «Заслуженный артист Республики Абхазия». За вклад в развитие эстрадного искусства и высокое исполнительское мастерство почетное звание «Заслуженный артист Республики Абхазия» присвоено певице Хибле Мукба. Министр иностранных дел Инал Арзенба встретился с госсекретарем союзного государства России и Беларуси Дмитрием Мизенцевым. Как сообщает медиацентр МИД, обсуждались вопросы развития и укрепления взаимодействия между сторонами. Работа над запуском механизма упрощенного получения российского гражданства гражданами Абхазии находится на завершающей стадии. Об этом Инал Арзенба заявил по итогам рабочих встреч в Москве. Также в ходе рабочей поездки в Москву мы обсуждали очень важный вопрос, связанный с созданием и работой упрощенного механизма для получения гражданства Российской Федерации гражданами Республики Абхазия. В этом смысле мы активно работаем. Конечно, произошли недавно соответствующие изменения в законодательство Российской Федерации в этой сфере. В связи с этим необходимо некоторые документы переработать, пересмотреть, но мы понимаем и знаем, что вот в ближайшее время этот механизм заработает. Он работает на базе соглашения об урегулировании вопросов двойного гражданства между Республикой Абхазия и Российской Федерацией, которое было недавно подписано между нами. Поэтому мы очень рассчитываем на то, что этот механизм как можно раньше заработает. Наши люди, наши граждане очень этого ждут. И мы исходим из того, что это произойдет в ближайшее время, в ближайшие месяцы. В Москве состоялась рабочая встреча министра внутренних дел Абхазии Роберта Киут с руководителями МВД России Игорем Зубовым и Андреем Храповым. Стороны обсудили вопросы совершенствования взаимодействия по розыску лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, борьбы с распространением наркотических средств и осуществления комплекса совместных мероприятий. Особое внимание было уделено вопросам обеспечения взаимодействия во время проведения Всемирного фестиваля молодежи в Сочи, который пройдет на федеральной территории Сирии.
В рамках рабочей поездки в Москву министр внутренних дел Роберт Киут принял участие во встрече компаний-участников инновационного территориального кластера «Зеленоград». Подробности в материале пресс-службы МВД. В рамках рабочей поездки в столицу Российской Федерации, город Москву, министр внутренних дел генерал-майор милиции Роберт Киут принял участие во встрече компаний-участников ЭТК «Зеленоград». Инновационный территориальный кластер «Зеленоград» представляет собой научно-индустриальный район Москвы со специализацией в области микроэлектроники и высокотехнологичного бизнеса. ИТК «Зеленоград» включает в себя образовательные учреждения, научно-исследовательские институты, промышленные предприятия сферы информационных технологий, приборостроения и микроэлектроники. Роберта Киута ознакомились с программой создания модулей для нейтрализации движущихся низколетающих объектов с целью воспрепятствования выполнения полетного задания БПЛА – системы интеллектуального видеонаблюдения, производством инженерной техники. В ходе встречи был представлен объемный доклад о производстве и разработке автоматического радиотехнического оборудования смарт-карт, считывателей информационных систем для коммерческого и государственного сектора. Министр внутренних дел Абхазии обозначил важность взаимодействия в сфере внедрения информационных технологий и применения практического опыта в правоохранительной деятельности республики. Роберт Киут поблагодарил участников встречи за представленную презентацию, отметив высокий уровень развития кластера «Зеленоград». Сотрудники МВД совместно с сотрудниками СГБ при проведении мероприятий по выявлению и пресечению незаконной добычи криптовалют в селе Нижняя Шер обнаружено 15 майнинг-аппаратов, принадлежащих Габне Абислану Эдиковичу, а в селе Акваске 14 аппаратов, принадлежащих Гаделе Николаю Николаевичу. Оборудование изъято и помещено на склад Госкомитета по стандартам потребительскому и техническому надзору. Чрезвычайный полномочный посол Абхазии в России Алхас Квициня принял участие в научно-практической конференции «Евромайдан. Потерянное десятилетие Украины». Конференция прошла в Международном пресс-центре «Россия сегодня» под эгидой Российского исторического общества. Абхазской православной церкви передали святыню острова Корфу – чудо-башмачки Спиридона Тремифунского. Святыня была передана в посольстве Абхазии в России главе АПЦ иерею Виссариону Аплия. Чудо-башмачки Спиридона Тремифунского подарил советник-посланник посольства Абхазии в России Дмитрий Кетия, который в свою очередь получил их в дар от митрополита Нектариоса. Впервые сертифицированы минералы и горные породы Абхазии. Абхазское географическое общество совместно с Российским геологическим обществом и Институтом экономики и права провели большую работу по изучению минералов и горных пород нашей республики. Алика Трапш расскажет подробности. Аргелит и органогенный известняк, карбонатная галька с прожилками кальцита и кремния, яшма красноцветная, агат с аметисовидным кварцем. Все это названия минералов и горных пород Абхазии. Впервые они и другие минералы были сертифицированы. В так называемом паспорте минерала указан химический анализ, возраст и местонахождение. Сертификация минералов и горных пород стала возможной благодаря совместной работе Абхазского географического общества и Института экономики и права Академии наук Абхазии и Российского геологического общества. Мы, занимаясь географией Восточной Абхазии, мы помимо картографии, топонимики, экономики, почвевения и так далее, когда изучали, нас заинтересовало то, что уникальные минералы и горные породы, которые там встречались. И мы начали собирать. Но для того, чтобы провести анализ этих минералов, мы просили наших друзей с России, в данном случае то, что Воронежский государственный университет, это факультет и там есть факультет геологии, факультет географии, там есть уникальнейший музей, и там есть специалисты. И мы их пригласили, когда они увидели, дали добро, то, что мы им прислали эти минералы и дали химический анализ. Это очень дорогостоящая работа, действительно, у нас провели большую работу, не только минералы представить, там весь комплекс химический анализ был проведен.
Безусловно, Абхазия богата множеством минералов и горных пород, но не все они изучены. В настоящее время сертифицировано только 15 минералов, но в планах несколько тысяч. По словам президента Абхазского географического общества Леварда Барциц, изучение минералов позволяет получить полное географическое описание Абхазии. Абхазия в этом плане тоже отличается уникальностью. Уникальность своей геологии, геоморфологии, геотектоники. И мы тем самым познаем свою географию. Познавая эти минералы, мы познаем, какие почвенные структуры, как они формируются, как формируется гидрологическая основа. Даже давайте поставим вопрос, даже этнография, то есть само этнос, развитие, они во многом определяются тем горным породам, минералам, которые здесь формируются. И мы не занимаемся полезными ископаемыми. Наша задача, которую мы ставим, собрать, сертифицировать все минералы, которые встречаются на территории Абхазии. А потом уже экономисты дадут анализ, где... Найденные минералы можно использовать в строительстве в качестве облицовочного материала, к примеру, розовый мрамор, который встречается в Гагрском районе. Возраст сертифицированных минералов относительно молодой – 3,5 миллиона лет, но встречаются и постарше. Горные породы будут переданы в Госмузей, и каждый желающий сможет их увидеть. Ведь это узоры, это не просто узоры. А вот то, что вы видите, вот я могу вам так сказать, вот видите вот здесь то, что там, вот это кальцит. Вот такой кальцит, вот из чего она состоит. Внутри. Представьте, да, что здесь происходило, какие сложные геологические процессы, чтобы развивался один вид, в последующем наслаивается какой-то процесс. Ведь это сложные геологические процессы. Ведь они действительно уникальны. Вот представьте, это дерево. Каменелое дерево, вот что он себе представляет, очень даже тяжело. Сколько времени понадобилось примерно? Да? Миллионы, речь идет о миллионах. Здесь то, что сформировалось, речь идет, конечно, о миллионах. Вы же знаете, что даже каменный уголь – это тоже органическое происхождение. Вот мы думаем, что когда в Тхватчалах, она действительно там наиболее вот такие разломы, она уникальная, я думаю, что мы там найдем очень интересные минералы и горные породы. Работа по сертификации минералов и горных пород была осуществлена Абхазским географическим обществом совместно с Российским геологическим обществом под руководством Института экономики и права Академии наук Абхазии. Также был выпущен календарь с изображением горных пород и описанием их состава. Алика Травштимугугохия, Абхазское телевидение. На портале «Книга памяти Абхазии» появятся данные о ветеранах локальных войн и конфликтов, рассказал председатель русской общины в Абхазии Роман Рязанцев. Есть решение собрать данные о выходцах из Абхазии, которые погибли на Донбассе, Афганистане и других конфликтах для увековечивания их памяти. Отметил он, опубликовать биографические справки планируется ко Дню добровольца Донбасса, который отмечается 6 мая. Проект «Книга памяти Абхазии» был создан при поддержке Агентства правительственной связи Абхазии к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Там уже есть данные об абхазских ветеранах, принимавших участие в Великой Отечественной войне и в Отечественной войне народа Абхазии. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни 17 и 18 февраля на территории Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, дождь разной интенсивности, туман, в горах снег. Температура воздуха ночью 5-10, днем 7-12 градусов, температура морской воды 11 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. До скорых встреч в эфире.